Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Позвольте вам представить консультацию по дисциплине генетической экспертизы биотехнологии микроорганизмов. Меня зовут Гайсина Лира Альбертовна, я научный руководитель естественно-географического факультета, профессор кафедры биоэкологии и биологического образования. Я являюсь председателем экзаменационной комиссии вот по этой дисциплине. Ну, посмотрите, наш с вами экзамен, он состоит из двух частей. Первая часть – это тестирование, которое вы сдаете дистанционно. Кроме этого, вы, значит, сдаете реферат. Обратите внимание, что у вас в тесте будет 25 вопросов. Значит, вы можете набрать максимальное количество баллов 100, а минимальное количество баллов 50, для того, чтобы ваше испытание было успешно преодоленным. Вот. Теперь посмотрите на структуры тестовых заданий. Ну, мы постарались рассмотреть здесь самые основные разделы биологии. Это методы исследования в биологии, организация жизни и ее основные характеристики, строение функций клетки, механизмы наследственности и так далее. Дело в том, что вы поступаете в магистратуру, поэтому предполагается, что у вас уже есть какие-то знания по биологии в основном, и которые вы должны каким-то образом отразить. То есть здесь мы не проверяем по школьной программе. Теперь обратите внимание, что продолжительность экзамена 60 минут. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья продолжительность увеличивается до 1,5 часов, но нужны обязательно подтверждающие документы. Дается только одна попытка, то есть если вы эту попытку не реализовали, не смогли сдать, то значит вы не сможете, соответственно, поступить. Так, еще раз напоминаю, да, что форма сдачи у нас дистанционная. И для того, чтобы вам успешно сдать экзамен, нужно войти через логин и пароль, который вам отправят на электронную почту. А электронную почту вы указываете, когда подаете заявление. Последующие посещения вы уже заходите под своим паролем, да, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта с фото и с фамилией, именем и отчеством. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено, как мы уже сказали, это 60 минут. У вас всего лишь одна попытка. И хочу обратить ваше внимание, что в конце консультации будет пошаговая инструкция сдачи вступительного испытания. Теперь посмотрите, всю информацию, которая необходима для сдачи экзамена, вы можете найти на сайте университета. Да? Вот посмотрите, abitur.bspu.ru. Вот здесь, там же будет представлено расписание консультаций и экзаменов. Так, вот наш с вами информация для нас выделена желтым. Да? У нас комплексный экзамен по направлению биология. Значит, форма сдачи дистанционная. Консультация у нас 12 августа. И экзамен можно сдать как бы 3 срока. Это 15 августа, да, и 13 сентября. И обратите внимание, время какое? С 10 до 22. Вот. Что это значит с 10 до 22:00? То есть вы вот в это время с 10 до 22:00 входите в систему. Но если вы вошли в систему, у вас уже дается только 1 час. И большая просьба не тянуть до позднего вечера. То есть лучше, если вы экзамен начнете сдавать в первой половине дня, ну и где-то можно сразу после обеда, не оставляйте на потом. Есть еще у нас резервные дни, да, это для людей, которые по тем или иным причинам не смогли присутствовать на экзамене. Это 17, 21 и
21 августа и 21 сентября. И вот эти все, значит, сроки зависят от того, когда вы подадите документы. Ну, естественно, для того, чтобы успешно сдать экзамен, к нему нужно подготовиться, да? А для того, чтобы подготовиться, нужно знать, да, какова же структура программы. Вот программу вы можете найти по ссылке, да? Она обозначена желтой стрелочкой, тоже на сайте университета. Вот здесь у нас представлена программа, да? Посмотрите, обязательно нужно обратить внимание на требования к компьютеру. То есть будет очень обидно, если вы подготовитесь, сядете, собираетесь сдавать, а у вас что-то случилось с компьютером, или у него технические характеристики не подходят, или что-то там у вас со связью, или что-то с интернетом. Пожалуйста, все эти моменты нужно решить заранее. Вот у нас дается разделы, я не буду их перечислять, да, они все есть. То есть программа, она предусматривает самые основные разделы биологии, на которые будет обращаться внимание при изучении дисциплин магистратуры. Ну вот посмотрите примерные тестовые задания. Например, сходство функций хлоропластов и митохондрий состоит в том, что в них происходит что? Синтез молекул АТФ, синтез углеводов, окисление органических веществ или синтез липидов. Верный ответ – синтез молекул АТФ. Соматические клетки, в отличие от половых, содержат двойной набор хромосом, одинарный набор хромосом, цитоплазму, плазматическую мембрану. Ну, правильный – это двойной набор хромосом. Каковы генотипы родителей при дигибридном анализирующем скрещивании? Вот представлены, значит, генотипы и второй вариант ответа. Покрытосеменные растения отличаются от голосеменных наличием семипочек, образованием семени, наличием пыльцевой трубки у проросшей пыльцы или наличием плодов. Ну, естественно, наличием плодов. Какой тип ротового аппарата характерен для майского жука? Грызущий, колющий, лижущий или сосущий? Значит, верный вариант – это грызущий. В программе также представлена тематика рефератов. Рефераты по очень широкой тематике. Посмотрите, вы здесь найдете темы, которые могут быть вам интересны. Но здесь это примерная тематика, да. Если вдруг вы хотите написать реферат на какую-то свою тему, то это не запрещается. Вот хотелось бы остановиться на требовании к реферату. Значит, обратите внимание, что ваша оценка будет складываться, значит, 50%, 50 баллов максимально, это за тест, и 50 за реферат. И вот реферат, он должен оформить быть в соответствии с требованием. То есть, смотрите, титульный лист, содержание, введение основное, основное содержание, да, заключение и список литературы. Я настоятельно рекомендую очень внимательно отнестись к оформлению автореферата и не заниматься тем, что многие просто берут, скачивают с интернета, ничего, значит, не редактируют, причем введение там не бывает, заключение тоже не бывает, и очень такое небрежное оформление. Вот на это будем обращать пристальное внимание, потому что если человек, который поступает в магистратуру, не может оформить даже реферат, то возникают вопросы, как он вообще будет учиться. Вот, потому что магистратура предполагает это уже ведение самостоятельной научно-исследовательской деятельности, проектной и других видов деятельности. Так, теперь посмотрите, все эти требования, они указаны, да, поэтому еще у нас в конце вот этого слайда указано, на что будет смотреть комиссия, да, из каких компонентов будет состоять ваша оценка. Поэтому внимательно посмотрите. Это соответствие содержания и отобранной литературы заявленной теме, структура, соблюдение логики, наличие собственных оценок и мнений, умение сравнивать,
и так далее. Ну, здесь тоже указаны требования к реферату. Разрешите их все не зачитывать. Они абсолютно стандартные, да. Вот, и я уверена, что вы справитесь с этой работой. Вот у нас критерии, значит, оценивания, да, даются. На что мы будем обращать внимание. Актуальность, умение анализировать материал, полнота раскрытия, привлечение новейших первоисточников, правильность оформления и отсутствие ошибок. Ну и вот здесь представлены мои контакты. Гайсина Лира Альбертовна, да, моя электронная почта. Затем здесь же информация о сайте университета, да, и раздел, даже есть ссылка на страницу, где вы можете найти всю информацию. Ну и в конце телефон приемной комиссии, куда вы можете позвонить и обратиться с любыми вопросами, которые у вас возникают. Ну и также QR-код, который содержит тоже ссылку на всю исчерпывающую информацию. Я желаю вам успешной сдачи экзамена. Всего наилучшего. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный, разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и, главный, разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите
все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.